Тогда слово для выступления предоставляется представителю Уланбека Улайбека Султаналиеву Марат Бакаевичу. Пожалуйста, к трибуне. Уважаемые судьи Конституционной палаты Верховного суда Крымской Республики, уважаемые представители сторон. В рамках сегодняшнего заседания обращающаяся сторона, руководствуясь частью 7 статьи 97 Конституции Крымской Республики, ставит вопрос о соответствии Конституции Крымской Республики положения нормативных правовых актов. Это абзац 12 части 1 статьи 31 Закона о всеобщей воинской обязанности граждан Крымской Республики о военной и альтернативной службах. Абзац 9 пункта 22, подпункт 6.1 пункта 186 и 5 абзац 187 пункта положения о порядке прохождения военной службы по контракту. А также абзац 3 пункта 91 Дисциплинарного устава Вооруженных сил. Я, с вашего позволения, не буду повторять все те доводы, которые были представлены, они есть в материалах суда. Тем более был сделан подробный доклад судьей-докладчиком. Поэтому, полагаю, будет правильным остановиться только на тех позициях, которые, на наш взгляд, являются наиболее принципиальными, значимыми и существенными для решения данного вопроса. При этом, исходя из того, что существует презумпция конституционности нормативных правовых актов, вопрос о неконституционности оспариваемых нами норм я постараюсь обосновать правовыми аргументами. Таким образом, в первой части я изложу свою позицию о несоответствии абзаца 12 статьи 31 Закона о всеобщей воинской обязанности. С вашего позволения, я буду более короткое название давать им. И абзаца 9 пункта 22, подпункта 6.1 пункта 186 и 5 абзаца 187 пункта положения. Несоответствие их Конституции и упор сделаю в основном на часть 2 статьи 20 Конституции Крымской Республики. Так как именно она для нас, на наш взгляд, является наиболее существенной. Таким образом, всем известно, что часть 1 статьи 20, согласно части 1 статьи 20, не должны приниматься законы, умаляющие основные права и свободы граждан и человека. Но в то же время частью 2 статьи 20 определяются какие-то ограничения, есть определенный перечень этих ограничений в целях защиты национальной безопасности, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. При этом абзац 2 части 2 статьи 20 прямо указывает, что запрещается принятие подзаконных нормативных правовых актов, ограничивающих права и свободы человека и гражданина. То есть отсюда исходит, что ограничение прав и свобод человека на основании Конституции можно принимать только референдумом и, согласно полномочий Джорджа Кенеша, только законами, конституционными законами и законами. Но поскольку, безусловно, ни закон не может охватить все тонкости общественных правоотношений, естественно, сама Конституция подразумевает определенные ссылки. И в связи с этим закон о нормативных правовых актах в статье 16 тоже предусматривает эти ссылки в нормативных правовых актах. Однако определен порядок производства этих ссылок. Если идет ссылка на Конституцию, то указывается Конституция без его регистрационного номера, даты принятия и так далее. Если делается ссылка на кодекс или закон, конституционный закон, то идет просто название. Ссылка идет или кодекс, или закон. Но в этом порядке существует
и ссылка на иные нормативные правовые акты. То есть ссылка, если идет на иные нормативные акты, в том числе подзаконные нормативные акты, то необходимо в этой ссылке указать наименование этого нормативного правового акта, дату его принятия и регистрационный номер. Что же у нас произошло в наших оспариваемых нормах? Часть 31 статьи Закона о всеобщей воинской обязанности, сразу читая ее, мы видим, что этот порядок нарушен. Там идет ссылка просто на положение о прохождении воинской службы. Нет указания на дату принятия, нет регистрационного номера. То есть здесь мы можем констатировать о том, что законом уже сам нарушен порядок, установленный другим законом, законом о нормативных правовых актах. Что касается части 2 статьи 31 Закона Русской Республики о всеобщей воинской обязанности, то здесь я хотел бы сказать, что эта норма является специальной по отношению к части 1 статьи 31. Мы все знаем, что Конституция признает общепризнанные нормы и принципы международного права. Принцип приоритетности специальной нормы, он узаконен Конституцией. Его устанавливать каким-то другим нормативным актом уже не обязательно. И в этой части 2 статьи 31 дается исчерпывающий перечень увольнения военнослужащих по контракту. Ни в Конституции, ни в законе нет отсылочной нормы. Если в части 1 среди перечня в 12 абзаце указывается иные основания, и эта норма, если говорить о издании подзаконного нормативного акта на основании этого критерия, если эта норма, как-то можно сказать, спорная, то часть 2 статьи 31, которая содержит исчерпывающий перечень, то о ней можно говорить, что никакие подзаконные нормативные акты не могут ограничивать, не могут расширять перечень для увольнения для военнослужащих по контракту. Это принцип приоритетности специальной нормы перед общей. Для примера простого не будем далеко ходить, а опять коснемся статьи 20. Как я уже говорил, часть 1 статьи 20 запрещает издавать законы, ограничивающие права и свободы человека. В то же время часть 2, она ограничивает, то есть она по отношению к 1 является специальной нормой и, соответственно, приоритетной. Но часть 4 и 5 этой же второй части, пункты 4 и 5, они вновь запрещают налагать запреты на определенные гарантии, перечень дается, и на определенные права. Гарантия запрещается накладывать запреты на гарантию казни, рабства, детского труда, права на защиту и так далее. Там достаточно большой перечень. И никому ведь в голову не приходит, чтобы каким-то подзаконным нормативным актом или даже законом расширить этот перечень или уменьшить его перечень. Это исчерпывающий перечень, который никто не вправе его изменять. Поэтому, поскольку ни Конституция, ни закон не делает отсылочную норму в части увольнения военнослужащих контрактников, мы считаем, что здесь должен вступать в действие 2 абзац части 2 статьи 20. То есть тот запрет, который налагает на издание подзаконных нормативных актов, ограничивающих права и свободы человека. В итоге, если корреспондировать положение частей 1 и 2 статьи 6, а также 1 и 2 абзацев статьи 20,
ко всем вышеуказанным названным нормативным правовым актам, в частности, статьи 5 Закона о нормативных правовых актах, части 2 статьи 6 этого же закона, согласно которой нормативный правовой акт не должен противоречить нормативному правовому акту, имеющему по сравнению с ним более высокую юридическую силу. В нашем случае подзаконный нормативный акт, как положение о прохождении службы, он противоречит более высшему по юридической силе части 2 статьи 31 Закона о всеобщей воинской обязанности. Если также корреспондировать с абзацем 9 пункта 22, пунктом 6.1 пункта 186 и абзацем 5 статьи пункта 187 этого положения, то мы также можем сказать о том, что поскольку эти положения в нормах ограничивают права контрактников, то здесь точно так же должен вступать второй абзац части 2 статьи 20 Конституции Кыргызской Республики. На основании вышеизложенного я хотел бы завершить свое объяснение и сказать о том, что в заключении сказать о том, что здесь можно сделать вывод о том, два основных вывода. Первый вывод о том, что в нарушение части 4 статьи 16 Закона о нормативных правовых актах Кыргызской Республики Джоргул Кенеш сделал ссылку на положение не в установленном законном порядке. В нарушении части 3 статьи 16 Конституции он поставил в неравное положение военнослужащих контрактников с военнослужащими, которые не заключили контракт, ухудшив положение последних, потому что у них есть критерий увольнения по иным основаниям. Получается, контрактники должны увольняться по исчерпывающему перечню, а неконтрактники могут быть уволены и по другим основаниям, которые можно принимать подзаконным нормативным актом. Второй вывод состоит в том, что правительство Кыргызской Республики, как нормотворческий орган в нарушении части 3.5, первого и второго абзаца в части 2 статьи 20, расширил перечень увольнения контрактников, и тем самым мы считаем, что он превысил свои полномочия. Вторая часть наших аргументов будет касаться абзаца 3 пункта 91 Дисциплинарного устава Вооруженных сил. Таким образом, согласно статьи 74 Дисциплинарного устава Вооруженных сил, среди перечня дисциплинарных взысканий увольнение вошло в этот перечень. И согласно пункта 91 там указывается срок обжалования дисциплинарного взыскания 10 суток. Но, если мы заметим, в этом пункте указывается этот срок для военнослужащих. Если мы обратимся к закону о статусе военнослужащих, то абзацем 2 статьи 3 определено, что статус военнослужащего утрачивается с увольнением с военной службы со дня исключения его из списка воинской части. Получается, что за счет дисциплинарного взыскания военнослужащего увольняют, он теряет, ему дается срок на 10 дней обжалования, что применяется нашими судами, а по сути он уже не является военнослужащим, поскольку в пункте 91 говорится «военнослужащий». Не говорится о том, что военнослужащий, бывший военнослужащий, военнослужащий уволенный и так далее. Там четко прописывается военнослужащий. А согласно закону о статусе военнослужащих, я уже сказал, кто является военнослужащим. То есть существует период
до увольнения, исключения его из списка, он военнослужащий, после увольнения он уже не военнослужащий. Подобная ситуация произошла и с Куланбек-Улу Айбеком. То есть его уволили 27 января 2017 года, 16 февраля 2017 года, достаточно короткий срок, в течение 20 дней он подал иск в суд, но все три инстанции применили срок исковой давности 10 суток. И это легло практически одним из основных мотивов в отказе удовлетворения поданного им иска. Считаем, что коллизия здесь достаточно серьезная, поэтому мы и обратились в Конституционную палату. При этом нужно сказать, что есть и международные нормативные правовые акты. Основной из них – Международный пакт о гражданских и политических правах, согласно статье 26, которой все граждане равны. Раз военнослужащий уволен, раз он уже перешел в разряд гражданских лиц, то он должен быть наравне со всеми гражданами в своих правах и свободах. Согласно Трудовому кодексу, право обжалования определяется 2 месяца с момента увольнения, с момента получения на руки трудовой книжки или приказа. На основании вышеизложенного, чтобы не повторять те статьи, которые мы просим признать неконституционными, мы остаемся на своих позициях и просим признать все перечисленные нами оспариваемые статьи неконституционными. Я закончил. Спасибо.